В наш стремительный век Сибирь удивляет весь мир своими свершениями. И в этих великих делах немалая доля принадлежит Якутии. Недаром ее называют алмазом в гербе России. Якутия. 3 миллиона квадратных километров. Край вечной мерзлоты, северных сияний, могучих рек и влюбленных в свою землю людей. Недавно здесь открыта и новая страница в родословной человека. Последние данные науки говорят о том, что наши предки обитали на этих берегах 1,5–2 миллиона лет назад. И сегодня мы знаем еще далеко не все, что таится в недрах этой земли. Много легенд и преданий хранится в памяти якутских сказителей. Одна из легенд говорит, что Творец Вселенной, отправляясь по свету раздавать свои богатства, именно над Якутией обморозил руки и уронил мешок с сокровищами. От Якутска до Алдана можно долететь за час. Он стоит на берегах ручья Незаметного, того самого, что когда-то сделал Алдан заметным на карте мира. Трудно поверить, что эти дома стоят на вечной мерзлоте, и по здешним расстояниям не так уж далек и ледовитый океан. А ведь то, что вы видите сейчас, почти не отличается от того, что происходит на улицах подмосковных городков во время проводов зимы. Первооткрыватели якутского золота Михаил Тарабукин и рабочий коммунист Вальдемар Бертин. Нельзя без волнения разглядывать эти в сущности очень скромные фотографии. В них запечатлен подвиг людей, осваивавших этот суровый, необжитый край. Вся страна помогала первенцу промышленности Якутии. Наш рассказ продолжит герой социалистического труда, генеральный директор Ордена Трудового Красного Знамени объединения «Якут-Золото» Тарас Гаврилович Десяткин. Якутская областная партийная организация правительства республики своевременно и правильно оценили значение добычи золота в общем развитии Якутии. Осваивать месторождение золота пришлось, рассчитывая исключительно на собственные материальные и людские ресурсы, без какого-либо участия иностранного капитала. Открытие месторождения в Алданском районе дало возможность освоения новых золотоносных районов. В 1934 году золото стало добываться в Жук-Журском, в 1944 году в Верхнеиндигирском и в 1963 году в Куларском районах. Открытие месторождений олова позволили положить начало их промышленного освоения и организовать рудники Гагая в 1941 году и приз депутатский в 1951 году. Сегодня производственное объединение Ордена Трудового Красного Знамени представляет собой
многоотраслевое хозяйство, основным профилем которого является добыча золота, олова, сурьмы, вольфрама на территории Якутии. Таким образом, на глазах одного поколения глухой и суровый край превратился в крупный промышленный комплекс, поставляющий родине исключительно нужную и важную продукцию. В развитии горнодобывающей промышленности Якутии помогает вся страна. Машины, оборудование, материалы поставляют сотни заводов из многих областей и республики. Ученые более 30 научно-исследовательских организаций работают над решением актуальных проблем горного производства. Истекшие 60 лет с начала добычи золота в Якутии, размах, масштабы и темп освоения природных богатств – яркое и убедительное свидетельство того, на что способны советские люди, окруженные заботой и вниманием правительства, вдохновляемые родной коммунистической партией. Алдан начинался с ручья незаметного. Вторым его рождением стала разработка рудного золота. А третье рождение – ведущие специалисты Ордена Октябрьской революции комбината «Алдан-золото» связывают с оснащением новейшей техникой. И руководство головным предприятием золотой промышленности Якутии доверено Станиславу Иннокентьевичу Дорофееву не случайно. Выходец из коренного населения, горняк с высшим образованием, он много лет работал в Заполярном Куларе, Джукджуре. И всюду ему сопутствовали добрые дела и уважение людей. Комбинату предстоит еще долго оставаться важным производственным цехом страны, цехом, в котором работают патриоты своего края, умелые, сильные люди, умножающие славу флагмана отрасли. Неспециалисту трудно понять, что стоит за словами «зимняя пропарка льда». А речь идет о повышении производительности труда. Алданцы первыми стали вскрывать рабочий горизонт, снимая слой пустых пород, закрывающих золотоносный песок. Первыми научились оттаивать вечную мерзлоту под солнцем, а зимой сохранять ее от мороза под толщей воды в системе временных прудов. «37 лет проработал на Джукджуре почетный горняк Российской Федерации Алексей Никитич Максимов. За его плечами военная дорога до Австрии, через Болгарию, Венгрию, Румынию и Чехословакию. Эти кадры сняты в тот день, когда он стал пенсионером. Горный мастер сказал нам: трудно расставаться не с машинами, не с драгой, а с людьми. Поэтому и не собираюсь сидеть дома. Карьерный способ добычи самый распространенный в Якутии. Здесь применяют селективную выработку, проще говоря, раздельную. Пустую породу отправляют в отвал, а поток руды отсюда поступает в приемники золотоизвлекательных фабрик и промприборов. Странное чувство испытывает человек, впервые оказавшийся здесь, когда ему говорят, что он ходит по золоту. Горняки равнодушны к золоту как таковому. Это люди, честно делающие свое дело и хорошо понимающие его значимость для всей страны. Это специалисты высокой квалификации и культуры. Здесь много замечательных традиций, и одна из важнейших – забота о молодой смене. Много отличных горняков, больших мастеров и специалистов выросло здесь. И сегодняшнее социалистическое соревнование горняков – тоже традиция, которая корнями своими уходит к стахановскому движению на Алдане. Здесь родилось и движение за максимально возможную производительность машин и механизмов. Здесь внедрены и строгие графики предупредительного ремонта техники. Весь ход стремительного развития
производительных сил Сибири и Крайнего Севера заставляет сегодня искать новые резервы. Потому и появился здесь завод по ремонту тяжелой землеройной техники, избавивший горняков от организационных и транспортных неувязок в обеспечении их сложного производства. Техника теперь ремонтируется на месте. Всем известно, труд под землей нелегок. А ведь эти люди работают в условиях Заполярья. Местные руды орешек твердый, и разгрызть его нелегко. Анатолий Федорович Трунов, бригадир прииска «Мелькан» на Золотой Индигирке. Лауреат Государственной премии СССР, делегат коммунистов Якутии на 26-м съезде партии, депутат Верховного Совета Якутии. Человек беспокойной жизни, начинатель бригадного подряда в объединении «Якут-Золото». Сколько же нужно здесь рабочего творчества, любви к своему делу, да и просто человеческого тепла и сердечности для того, чтобы твоя бригада стала единым целым, чтобы научить людей не только тонкостям профессии, но и передать им свое труновское отношение к делу. Знакомьтесь, лауреат премии Ленинского комсомола Галина Васильевна Петрухина, депутат Верховного Совета страны. И не случайно она избрана депутатом во второй раз. Галина Васильевна работает электрослесарем на Куранахской золотоизвлекательной фабрике. Забот у депутата много, не вложится в отведенный депутатский день. А есть ведь еще и свои житейские дела, семья, 2 детей. И вот характерная деталь ее рабочей биографии. Чтобы во время поездок по депутатским делам на ее товарищей по смене не падала дополнительная нагрузка, Петрухина настояла на том, чтобы ей было определено индивидуальное задание, чтобы обязательно выполнять свой производственный план. Продовольственные цеха золотопромышленных предприятий. Создаются подсобные хозяйства, где вопреки природным условиям добиваются высоких результатов, напряженным трудом участвуют в выполнении продовольственной программы страны. Будни этих людей не связаны впрямую с добычей золота, и все происходящее на экране может показаться вам на первый взгляд обыкновенным, если не знать, что эти кадры сняты в самом суровом районе Земли, на полюсе холода. Разве что Антарктида может сравниться с золотым Аймеконием. И в этом поединке человека с холодом победил человек. Люди меньше всего ездят на оленях и автомобилях. В основном они плавают и летают. Якутских авиаторов отличает особое мастерство и ответственность. Наше время заметно прибавляет работы и авиации. Южно-Якутский территориально-производственный комплекс все увереннее заявляет о себе. Жемчужина БАМа даст жизнь черной металлургии, развитию угольной промышленности, позволит рационально использовать и другие природные богатства. Тысячекилометровые дороги молодой Якутии постоянно испытывают на прочность не только технику, но и человеческий характер. Работают на этих дорогах люди самых разных национальностей. Русские и якуты, украинцы и татары, белорусы и азербайджанцы. И поверьте, не зря называют эти дороги трассами мужества.
Нет в этих словах никакого преувеличения. Да что говорить, смотрите сами. Это обычный, не самый трудный рейс и не самый тяжелый участок. Двенадцатый год работает на этих дорогах Александр Андреевич Смекалин, бригадир автоколонны КАМАЗов, ударник коммунистического труда. Основной груз – горючее для золотодобывающих предприятий. Груз непростой в условиях бездорожья, но и ребята в колонне опытные. Их хорошо знают на местных трассах. Эти люди добывают не золото. На депутатском месторождении добывают руду касситерит, из которой выплавляют потом самое чистое олово. Потребность в нем велика в наше время, и Якутия выходит на ведущее место в стране по добыче олова. Благодаря заботе коммунистической партии и советского правительства, депутатский горно-обогатительный комбинат становится и самым современным предприятием отрасли на северо-востоке страны. Если вам скажут, что главная красота Якутии – алмазы, а ее богатство – в пушнине и недрах. Все это так, конечно, и алмазы, и уголь, пушнина и золото. Но главное богатство, истинное золото Якутии – ее люди, ее рабочий класс. Это о них, о любимой земле, стихотворные строки якутского поэта Семена Данилова. Ты, двигая течением полных рек, не в силах удержать лесов разбег. Дрожишь над тундрой маревом тумана, и, обдавая матушку Сибирь дыханием студеным океана, волнуешься во всю земную ширь. Нам хорошо средь вечной мерзлоты, поющим с леденящими ветрами. Мы высекаем из морозов пламя и не боимся зимней темноты. Мы дышим вольным воздухом одним, якуты, чукчи, русские, эвены, и никакой земли во всей вселенной иной, чем наша, вовсе не хотим.